сейчас трудно через 20 с лишним лет говорить о нем. Но было такое, да. Потому что, допустим, я считал, что это наша страна, и мы ничего не имеем права здесь воровать, наоборот, должны, как говорится, своему народу. А были такие, которым это было все равно, и готовы были хоть что делать, и своровать были, и такие были. Мы же тоже народ, и среди нас есть вот эта бандитская, ворушная, значит, часть населения, какой-то процент. Они как-то активизировались, и ведь надо думать о том, что мы только начали строить становление нашего государства. Оказалось, что мы могли вот то сделать, это сделать там. Особенно было трудно, это когда это государство, ну, допустим, объявили, ее надо было, значит, построить, скажем. Это надо было, чтобы были органы местного самоуправления, это чтобы все структуры власти, спецслужбы, МВД, чтобы были, ну, в общем, все надо было строить. А эти люди, которые там были, большинство, которые там были, они прежние были, ну, по большому счету, взяточники, вы знаете, милиционеры. Ну, 80%, я скажу, наверное, такие были, так? Или, значит, скажем, спецслужбы, которые были наши, тоже такие были. Все, то есть нужно время было, и нужно было, чтобы власть укрепилась, чтобы за нарушение были какие-то наказания. И судебные органы тоже, чтобы они задействовали, потому что было очень трудно. То есть становление государства – это очень трудный период, и мы этот период прошли и создали все эти органы власти, так у нас было. И потом мы еще создали оборону нашего государства, и наша армия, которая не стала, скажем, полностью, как говорил этот президент Джохар Дудаев, мы пришли воевать не по повестке, а просто национальное освободительное движение нашего народа поднялось и боролось вместе с теми, кто были военные, нашими руководителями, боролись против этих всех вот агрессий, которые организовала против нас. То есть все, что было плохо, этим пользуются бандиты, конечно, и воры с нашей стороны. А их хватает всегда, вы знаете. И этому все больше способствовал Кремль, который хотел, чтобы был Савос у нас. Понимаете, как это, что это за дело? И люди, которые в этом не участвовали, они думают, они придут, сядут в кресло, а все остальные будут, значит, выполнять его команду. Это очень тяжелое дело, и это нужно понимать. А некоторые это не хотят, а хотят на этом себе какой-то там... То есть надо команду создавать и себе, и все. А на самом деле многие не понимают, что это такое. Вот наши ребята, которые здесь учатся, или там дома, или где-то учатся, в перспективе на них надо опираться. Они должны все это делать. Вот так я отвечу на этот вопрос. Баркал. То есть нужно создавать, не просто прийти к власти, а нужно создавать команду и заставлять эту команду работать еще. Да. Ага. Аят, что более значимо для нашей свободы, спрашивает Чиры, и независимости по международному праву, провозглашенном нами декларации о независимости и провозглашенная нами декларация о независимости или референдум? Вот вопрос возникает, что мы вышли из СССР, не проведя референдум. Нашего народа. Это и есть. Это одно и то же. Да. Потому что вот как в Америке есть выборщики, так и у нас от каждой 1000 человек один был делегат, и они приходили, и они приняли. Это есть традиционный референдум для нашего народа. Так вот мы принимали эту декларацию. Это наш референдум был. Все говорят, надо референдум провести. Провести референдум, как Москва хочет, что ли? Нет. Мы проведем референдум открыто, ясно, и люди скажут, что делать. Вот что было. Поэтому здесь это понятие одно и то же. Можно сказать, декларация-референдум. Нет сомнений. Баркал. Так, Аят, вот в начале еще самого нашего разговора ты затронул эту тему, сказал, что вот там
кто-то пытается сейчас там, закаевские вот эти люди пытаются там с откровенными пророссийскими товарищами, с Кутаевым, с другими объединяться, создавать какую-то горскую республику, потом пытаются якобы, что они сейчас с Украины пойдут войной освобождать, разваливать Россию, там освобождать Кавказ, создавать какое-то новое государство и так далее. Чем это для нас опасно и есть ли у нас вообще силы для этого и можем ли мы это сейчас себе позволить? Ну, что я могу сказать? Наши воины, которые находятся в Украине, они там получают и должны получить хороший опыт, это наши добровольцы, да? Они станут костяком нашей армии, я надеюсь, да, ну и, конечно, да, и другие, так? И если случится так, что Россия будет разваливаться и развалится, так? То тогда это возможно. А сейчас пока я не вижу перспективы, которая бы могло вот в таком направлении политика строилась на Западе. Они не хотят это делать. Они хотят, чтобы там сменилась власть. Путинская власть. И чтобы эта власть была не такой прыткой, как говорят. А прытка она, потому что она хочет сделать Россию одной из великих государств, притом диктаторской власти. Нет никакой демократии, нет никакой справедливости, ни свободы личности, нет никакого гражданского общества. Хватает где угодно человеку и задумать, пальцем показали, все, в тюрьму его, в тюрьму, агу и пошел. Вот эти вещи там. Вот это я это очень поддерживаю, что это правильно. Если бы они этим не занимались, может быть, ситуация была бы другой, они бы на нас не напали. Мы мирно бы жили, мы же предлагали, давайте мирно жить, строить отношения, еще во времена Захара Дудаева. Я тоже ездил несколько раз, даже возглавлял наши эти делегации в Москву, ездил дважды. Потом на разных конференциях, встречах, на переговорах бывал. То есть я увидел это много, что они там делают. Люди, которые сидели во власти, удивительным образом для меня оказались, но это какие-то пустые люди. Они что-то знали, что-то, им нужно было там какую-то там свою вот, погон получить или еще что-нибудь вот такое. И были как звери, готовы были любого растязать, если они не боялись. Вот, и сегодня они это же творят и в Украине, понимаете? Поэтому не могу сказать сейчас точно все. Надеюсь, что мы не можем быть шейхами, мы не знаем, как получится, но было бы хорошо, конечно. Но такого пути нет, чтобы самолетом туда полететь. Нет, там же пока... Ну, может, через Грузию. Грузия тоже сегодня прорусская, прокремлевская, мы знаем это, да? Азербайджан тоже туда-сюда, вот такая там тоже. То есть все доступ туда, то есть мы, если туда пойдем и будем это делать, это значит, будет решение, чье решение это будет. Мы сможем через все это пройти. Вот нужно решать, если решится вопрос победы Украины, это и будет начало развала этой России или переформатирование этой России. Но некоторые республики захотят быть самостоятельными, захотят создать свои государства, так? Там будет переформатирование. Вот тогда мы свою республику тоже, мы-то как раз таки боремся за то, чтобы освободить нашу территорию, наше государство. Мы же первые, скажем тогда, из бывших тех республик в России, я имею в виду, заявили о своем государстве, создали, и ни одна, к сожалению, там, республик Северного Кавказа нас не поддерживала, понимаете? Наоборот, они свои там устраивали концерты на агрессоров, которые к нам шли против нас. Потом там устраивали вот эти разговоры, там, Чабал-Махди, там, Карабан-Махди, помните, в Дагестане. Да. Кстати, я хочу сказать об этом тоже. Все говорят, вот тогда, значит, в 99 году
на Дагестан напал, значит, Басаев, и поэтому началась война. Да не надо вот эти все вещи говорить. Это неправда, чистейшая ложь, неправда. Почему? Потому что Басаев был командир батальона, скажем так, да? И люди, которые туда пришли, оттуда дагестанцы, они просили, чтобы они пришли им помочь, потому что против них там тоже идет какая-то российское давление. Там же в Дагестане тоже неоднозначно все. И вот Басаев пошел в Дагестан со своим отрядом и его сообществом 6 августа 1999 года. А российская армия напала на Чеченскую республику 17 июля. Считайте, 17, если это сколько? 13 и 6, да? Уже 20 дней, уже 3 недели почти российская армия вторглась и на нашей территории бомбила, убивала людей, с севера зашла и находилась. А теперь все говорят, что, оказывается, это Басаев виноват. Так Басаев, если не пошел, они уже давно были на нашей территории. Это надо прекратить, вот это все говорить, это обман, повторять российскую вот эту риторику. Это неправда. Неправда. Вы посмотрите, есть вот документ, который принял парламент, наш парламент принял документ, когда мы узнали, что российская армия вторгла на нашу территорию, это было 17 июля, тогда в парламенте президент решили этот вопрос решить мирно. И мы писали, и обращались, и парламент, и другой, поднимите, выведите эти войска, все, что там это делали. Прошло 10 дней, и мы видим, они только все нагнетают ситуацию. И тогда парламент принял постановление о том, что 27-го, то есть через 10 дней, мы не стали говорить, потому что 27-го был принят постановление о том, что российская армия вторгла на нашу территорию, вторглась. И даже если 27 августа, если бы она вторглась, Басаев-то пошел только 6, то есть июля, и 26, 7 июля, а Басаев-то пошел только 6 туда. Представляете, какой обман? Вот эти обманы, эти вещи мы должны знать. Эти документы есть, и я их и выставлял, и это. Но люди должны быть больше внимательно смотреть за этим. У нас нет никакого другого пути решать наши проблемы, как не решать с той, скажем, опорой, которая есть у нас, этот ресурс о том, что мы создали свое государство в рамках современного права, как и другие государства, которые вышли из бывшего Советского Союза. То есть бывший Советский Союз развалился, мы вышли. Это для нас важнейший ресурс, конечно, наш народ в первую очередь, и то, что мы создали. Мы на этом должны держаться. Все остальные разговоры, это разговоры в угоду Кремля. Под каким-то знаменем, или под фанатизмом, или под обманом, или под каким-нибудь, ну скажем, дилетантством. Не говорил, кто это? Это нереальные вещи. Мы должны действовать в рамках вот на той линии, которая была сделана современной, сегодня ситуации. Мы не можем говорить о вещах, что было 200 или 300 лет назад, на это уповать. Да, мы должны там примеры хорошие брать. Но так, как было тогда, сегодня нету. И может через 100 лет не будет так, как будет сегодня. Другие условия. Сравнивать можно только те вещи, которые в одинаковых условиях, даже в воздушном пространстве, в одно время происходит. В разных делах это сравнить невозможно. Поэтому я думаю, что надо вот о чем думать. И я бы дополнил. Это я просто дополнительно сказал, чтобы вы знали. Я бы еще... Что знали, что не было. Я тоже дополнил бы то, что ты сказал, а то, что вот не Басаев развязал войну там, как нам пытаются преподнести. Если бы вот эта спасательная операция, в которую фактически вынудили Басаева, сперва его как бы заключить с дагестанцами договор о взаимопомощи, а потом начали бомбить своих же россиян, фактически, Чабан-Махи и Карамахи, и вынудили, и если Басаев не пошел бы, он бы получился бы, не выполнил договор там и так далее. Скажем так, что Басаев это герой чеченского народа, Конечно. нет никакого сомнения.
он защищал свою страну. А эти бандиты были, которые все напали на нашу страну. Совершенно верно. Правда, он пользовался, вот некоторые там, он был такой, знаете, рубаха парень, отчаянно так вот все, лишь бы они вышли и все. А это против него как бы оборачиваются, его называют террористом, бандитом. Да. Но он был очень опытный и очень смелый воин. И это всем он доказал всем. Совершенно И верно. нисколько стесняться их не надо. Это государство бандитское, самое настоящее. Мы не за то, чтобы террористическим методом воевали. Но если против нас террористическим методом воюют, значит, кол надо выбивать колом, как говорится. Понимаете? Да, клин клином. Вот что считаю я. Клин клином Как ушибает. сегодня Украина делает. Надо выбивать их там, выбивать и выбивать и выбивать. А что сидеть, ждать? Нет, мы мирные люди, мы хорошие, мы не будем, значит, террористами, а вы террористы. Представляете? Вы, когда вы вошли на нашу территорию и начали убивать наших мирных людей, громить их, так? Вот это есть настоящий терроризм по определению. Конечно. Это государственный терроризм, возведенный в рамки государственной политики. Это надо. Вот хорошо, что там разные международные организации сейчас воспринимают, что это Россия есть это спонсор, мол, терроризму. Да они сами террористы полностью, власть, которая там сидит, террористическая. Самое настоящее. Я что хочу сказать? Я не призываю к тому, чтобы там вот так. Террору. И эти методы, которые тогда противодействуя им мы принимали, нельзя эти методы принимать в других местах. Не в тех местах, где мы живем, и в Европе, или где. Мы должны быть здесь законопослушными людьми, должны показать пример своего, как говорится, дисциплины. Не впадать в эту истерию, думать, что это так. Нельзя так действовать. Не так. Я просто хотел бы дополнить тому, что ты говоришь. Если бы он еще тогда не было, был Буденновск, конечно, это была диверсионная акция, но не было Беслана, не было, еще много чего не было. Если бы было бы достаточно того, что Басаев провел вот эту спасательную операцию Чабан-Махи и Карамахи для международного сообщества, для России, то, а мы знаем, что взрывы домов в 1999 году проводились Путиным и Патрушевым, то эти взрывы домов им проводить не пришлось бы. Если бы нужно было бы, если бы этого было бы достаточно того, что Басаев зашел там в Дагестан и вывел дагестанцев, женщин, детей и Чабан-Махи и Карамахи. Вот что я хотел дополнить. Да, это так. Здесь нет сомнений у меня. Те, которые сегодня этой вот занимаются и говорят, что мы вот сделаем, мы пойдем там с вами. Нет, это сегодня хорошо, что у вас есть дух, допустим, да? Но давайте этот дух направим в нужном направлении, чтобы решить нашу проблему. Одни разговоры говорят, 20 лет здесь находимся. Нет, делали, дорогие мои, очень много что делали, очень много что есть, так? Но все это очень мало по сравнению с тем, что есть в этом отношении сила у России. Понимаете? Это несравнимые вещи пока. Но если мы будем действовать только правильно, то нас в этом отношении мы будем дождемся поддержки. А если мы будем и здесь в наших действиях, в наших выражениях, в наших, допустим, блогах высказывать разные вещи о том, что мы это сделаем, мы пойдем там исламское государство построим, мы там этот протекторат, это все. Так и люди будут смеяться, люди, компетентные люди, которые понимают над этого, да, будут смеяться и говорить, что эти люди дилетанты будут. Так и получается. А я так думаю, это не в этом дело. Эти люди, которые это говорят, они не очень-то и понимают, о чем они говорят, мне кажется. А некоторые из них работают просто, наверное, работают на Кремль, наверное. Хотя я не хочу в это верить. Совершенно верно. Те, которые приняли вот эти документы, которые вот приняли, вот они приняли в 2001 году, вот я повторюсь, приняли документ, договорились, что Чечня есть часть России. Что нет, в 2001 году. А кто это сделал? В 2002 году тоже приняли, значит, там присутствовал первый раз там Ахмадов Ильяс, министр иностранных дел наш присутствовал. Второй раз тоже Ахмадов, тот Закаев там тоже приняли этот документ. Потом на эти документы поехали в Копенгаген,
там начало 2003 года, там приняли резолюцию, в котором везде, значит, из него видно, что по плану Хасбулатова Чеченская республика. А Чеченская республика, мы не можем называть ее так. С 2004 года, 16 января, мы стали Чеченской республикой. 94-го, аят, 94-го. Это речь идет, помните, о том, что мы часть России. И вот в Копенгагене они вот такой документ снова приняли. Кто там был? Посмотрите. Это что, не предательство? На каком основании в то время наши еще люди там боролись, а здесь уже говорят, что мы часть России. То есть помогаем нашему врагу, который нас убивает и бьет. Приняли вот этот концепт об условной независимости. Там тоже написано, почитайте, там есть еще, я свое мнение написал, там написано, что мы есть часть России тоже. Как это? Мы что, совсем, как говорится, ничего не понимаем? Вот как это? Я на такие вещи, вот Жагар туда и говорил. Мы что, помидоры, он говорил, ну так, образно так, да, говорит. Мы что, ничего не понимаем, что ли? Что эти люди хотят? Почему они ходят вот так вот, обманывают всех по всей Европе, везде говорят, и их принимают? А кто их принимает? Их принимают только те политические силы, только те политические, которые сегодня тайно или не тайно действуют вместе с Кремлем, или там имеют какие-то экономические связи. Только они их воспринимают. А они здесь чем? Чего они хотят? Вы думаете, они обо мне или об вас, и о нашем люди беспокоятся? Нет. Они, как говорил Захар Дудаев тоже, или другие наши, они отрабатывают. Поэтому я думаю, что мы должны это понять. Я готов ответить на ваши вопросы. Может быть, слишком строго я говорю, но все равно для вас это строго. Но я думаю, что это даже слабо. Мы пережили геноцид, аят, и сейчас нам нужно белое, называть белым. Асан, пережили. Геноцид нашего народа, я могу сказать, что продолжается. Продолжается. Да, согласен. Аят, я уже 8 лет нахожусь здесь, в Европе, уже 9-й год я нахожусь здесь. И вот с первых дней, как я сюда приехал, как началась война против Украины, фашистской России, я выехал сюда, я понимал, что уже Россия уже далеко заходит. Ну, я как бы надеялся, что сейчас Россию будут ставить на место. И после того, как она уже открыто уже напала на Украину, и начал здесь вот заниматься той деятельностью потихонечку. Я понял. Я хочу сказать, извини, перебивайте меня. Мне понравилось, что ты открыто заявил свое мнение, что я ошибся. Эти люди вот так меня агитировали, хотели меня завербовать. А где остальные, вот как крутые, чтобы выступить? Мне это нравится. Говорят, что тебе нельзя верить или мне нельзя верить. Но давайте тогда, если кто-то другой, вот который в команде с Закаевым, но вижу, совершаете совершенно сказать полная отступность от нашей линии. А поэтому вот я с тобой вот сейчас мы встретились, говорили, пожалуйста, мы должны в этом направлении действовать и решать эти проблемы. Надо прямо, вот эти люди, им было предложено нами, много наших заявлений. Вернитесь в конституционное поле, откажитесь, признайте свои ошибки и будем вместе работать. Они этого не хотят. Что с ними делать? Это что, отступничество или предательство? Подумайте сами. Да, я продолжу тогда то, что хотел, мысль свою о Бурбанс. Когда я сюда приехал, я вот столкнулся с кем я не хотел, с Ахмед Закаев, про все говорили, Ахмед Закаев предатель, Ахмед Закаев такой-сикой, но та работа, которая проводилась, и Хусейн Исханов, который мы познакомились там в Фейсбуке, начали мне объяснять, что нет, он не предатель, и в случае, если что он окажется предателем, то мы найдем и на него управу, мы там остановим и так далее. И я как бы не мог даже допустить мысли, что здесь, в Европе, в относительной безопасности, люди, которые посвятили всю жизнь
там, вот этому делу, политике этой, что окажутся, ну, предателями фактически. И для меня был шок, когда человек из окружения Ахмеда Закаева предложил мне работать на российскую спецслужбу. Не просто предложил, он сказал, что ты в течение месяца гарантированно будешь ты работать на нас, можешь. Я тогда подумал, что неужели он мне может помешать уйти из этой жизни, короче. Это невозможно меня заставить работать на русском. Ну, так вот, вот эти люди, вот этой деятельностью много что сделали и много куда привели наш народ. И многие люди, которые сейчас обмануты, на самом деле, ведут себя, ну, некоторые ведут, у них враг Кадыров, им вот, и они согласны быть с Россией, но они не согласны, вот, чтобы был, ну, Кадыров их прогнал фактически. Вот они по какой-то причине не угодили Кадырову, и вот они вот убрать Кадырова, и они согласны на Кутаева, на Янгулбаева, на Закаева, на Россию, на Илларионова, на кого угодно, на Навального и так далее. И я как бы давно уже, ну сколько уже, где-то 1,5 года только я был с Ахмедом Закаевым, был с ним, о чем это громко сказано. И Ахмед Закаева я не контактил с ним, у меня был номер его телефона, сейчас где-то есть, но не было никаких там, что я просто поддерживал, как сейчас поддерживаю тебя, Аят, потому что я вижу, что нашу власть нужно что-то делать. Вот сейчас Одинокий тебе задавал вопрос, почему мы не работаем. Я посчитал, что я должен работать, а не ждать, что кто-то будет работать. И таким образом я правозащитник, я не политик и не собираюсь им быть. Но когда я не говорил о тебе, а я уже пришел к выводу, что ты единственный человек, президиум, который остался на пути честным, но мне нужны люди, которые честно стоят вот на нашем пути. И не сворачивают, и не продают в силу разного, из угрозы страха, денег, там, домой хочу, я уже старый, хочу увидеть родину, там, ну, разные бывают у разных людей обстоятельства. И вот я не говорил о тебе, Аят. Я уже пришел к выводу, что я буду тебя поддерживать. Но я это не озвучивал. Я говорил своим зрителям, своим подписчикам, у нас все отлично, у нас есть законная власть, у нас все там супер отлично и так далее. Но при этом я твое имя не произносил. Давно это уже было. Потому что люди Ахмеда Закаева вербовали меня на российскую разведку в 2019-2020 году, это, по-моему, было, 20-м, уже 3 года уже с тех пор прошло. С тех пор я не поддерживаю Ахмеда Закаева и никогда не буду поддерживать ни одного человека, кто работает с русскими. И у меня образовался какой-то определенный круг товарищей, как мне казалось, моих товарищей, единомышленников. И когда я произнес твою фамилию, я сказал, что я не призываю поддерживать Аяда Идигова, я не призываю поддерживать президиум правительства. Я считаю для себя, что мой выбор, что я вижу, что есть вот президиум, это единственный легитимный чеченский государственный орган власти, который стоит с первых дней на основах нашей свободы и независимости. И потом прошло какое-то время, и мои бывшие товарищи начали мне рассказывать, что ты изменил Конституцию. Ну, короче говоря, не выдерживает никакой критики то, что они говорят. Я им пытался доказывать что-то, но они меня не слышат. Не слышат, потому что, во-первых, некомпетентны в этих вещах, потому что им нужно с кем-то поговорить. Каждый раз, когда какие-то у нас возникают вопросы, нужно где-то поговорить, они посовещаются с кем-то, получают инструкцию и возвращаются. И говорят, да, ты был прав, или ты был неправ. И вот сейчас говорят, что ты изменил Конституцию, и ты являешься чуть ли виновником, фактически геноцида чеченского народа, что ты являешься тот, который радикализировал весь чеченский народ. Короче говоря, вначале, почему я это все тебе долго рассказываю, тебе и нашим зрителям, потому что за все это время никогда твою фамилию эти люди не произносили. Как только я произнес эту фамилию,
их кто-то подначивает, я знаю это, я знаю, кто вокруг них собирает, я намного лучше их, чем Закаевцев знаю, потому что долго общался с ними. Они говорят, что вот ты изменил Конституцию, ты там основополагающие статьи Конституции ты изменил. Фактически ты вот совершил очень страшное, и весь ваххабизм, и весь вот этот радикализм, и все остальное, и все это твоя вина. Что бы ты сказал по этому поводу, Аят? Потому что я им говорил, вот, а я хотел... Ну, вот, Скажи, пожалуйста, знаю, ты. Идет речь. Ну, это эти люди, как говорится, есть такое, надо стол стоит, к нему придраться. Такое. Да. Но в чем я как могу изменить Конституцию? Я был председателем парламента, парламент весь присутствовал. Здесь я читал вот недавно вот, какую-то там статью смешную, которую Закаев написал как оправдание свое. Он говорил, что Ахьят Идигов сам решал все вопросы во время войны, но он был там такой-сякой, он там не поддавался, там такое. Он когда хотел, там сам все решения принимал, мы видели. Так где я видел? Этот Закаев там и не был, я и не видел, чтобы он что-то и видел. И отношение к нему вот у меня складывалось в процессе всего этого. А сейчас по поводу вот то, что они говорят. После войны весь парламент собрался. Парламент было 41 человек в первом парламенте, да? Во втором парламенте где-то собралось около 36-38 человек. Те, которые тогда, раз у меня в то время, как говорится, призывать, я скажу, что те события, которые были тогда, в те времена, в 93-м году, они были связаны с чем? Я тогда был заместитель председателя парламента, был первый заместитель председателя парламента, был просто заместитель и был председатель парламента. Так вот, двое из них и председатель комитета иностранных дел, и еще там наш представитель в Москве, они поехали в Москву, там тайно с ними о чем-то говорили, а потом пригласили их сюда у нас в Грозный тогда, и в парламенте они подписали протокол о разграничении полномочий между властью России и Чеченской Республики тогда. А это что означает? Это предательство. Знаете, что такое? Я тогда не знал. Это означает, что мы, власть, которая есть в одной стране, вот в России, да, мы часть отдаем в Москве, а часть отдаем на местах, в регионе. То есть что мы часть России. И вот на этой основе там возникли вот эти разные перестрелки, вот это все было затуманено, и этих людей обманули, они обманулись, я даже не думал, что они сделают. И вот это все произошло. Поэтому тогда Жагар Дудаев вышел на площадь и объявил, что останавливает деятельность парламента. Парламент снова собрался тогда, да, и отменил указ президента тогда. Отменил указ. Он не имел права это делать, мы единогласно отменили. В то же время хотели там, значит, после того, как отменил указ, эти люди, которые тогда вот эту всю бучу поднимали, этот председатель парламента, этот председатель комитета иностранных дел, этот первый заместитель, они и другие дальше подняли там вопрос о том, что надо сейчас в отместку, так слово не произносили, сейчас немедленно надо уволить решение парламента, принять, уволить президента Дудаева. Получалась такая ситуация. В мире ушла вся информация, что Дудаев, значит, распустил парламент, и теперь парламент распускает, убирает этого президента. То есть страна становилась без управления. Это как раз кому нужно было? Нашему врагу. И тогда, чтобы у них там это не произошло, 12 человек из членов депутатов, которые были тогда,
мы вышли из зала, чтобы не было кворума. А чтобы кворум был, нужно было более 28 человек. Мы вышли оттуда, 12 человек, но не из парламента, а находились в своих кабинетах или вместе, и недели-две там не принимали участие. И вот таким образом мы противодействовали. Вот так это случилось к тому времени. А сейчас, если вот говорить о том, что вот происходило, и насколько это важно с этим делать кворумом, вот насколько это было важно, и тогда, значит, вот тогда тоже происходили такие события, хочу сказать. Становление государства – это очень тяжелый и трудный процесс, потому что нас давят со всех сторон. Мы тогда выдержали, потом выиграли эти войны, и сегодня продолжаем бороться. И вот тогда, значит, когда вот это дело все случилось, мы говорили об этом кворуме, который является столпом нашей Конституции, ну, скажем, даже основой, так, которая должна соблюдаться. Вот один из них, вот, который сейчас ты называешь, который это, видимо, правоцерковь говорит, они заявили, что они, значит, приняли постановление о том, что теперь парламент будет столько, сколько есть депутатов. Вот, допустим, собралось там 10 депутатов, остальных нет, их нет, значит будет столько. То есть какой-то анархию. А в Конституции написано, в статье 62 или 3 и 115 написано, что любые решения, скажем, связанные с законом, постановлением, принимается большинством депутатов парламента, то есть больше половины. А решения, которые конституционные нормы, принимаются 2/3. Допустим, в нашем втором парламенте было 63, значит 43 депутата должны проголосовать за это. Не только пришли, но и проголосовать. Вот такая вот структура. И тогда, вот, когда вот это решение принималось, после войны, было принято 2 закона. Ну и некоторые еще там моменты были. Один это, значит, был, значит, изменение внесения в Конституцию, что ислам является государственной религией. Что это имелось в виду? Это имелось в виду, что вот народ прошел через все эти жернова, так вот боролся всегда, значит, на основе. Мы остались в какой ситуации? Мы остались, только один Всевышний нам помогал. И весь народ был за это, и мы провели тогда конгресс чеченского народа в Арус-Мартане, так? И на нем было принято решение, что это должно быть тоже, так? А по Конституции, по положению, решение Конгресса обязательно должно обсуждаться в парламенте. Вот как вопрос. Вот сейчас мы Конгресс вот воссоздали, вот мы сейчас уже приняли решение, что мы Конгресс воссоздаем, то решение этого, скажем, Конгресса, который, если там вопрос поднимет, эти вопросы мы должны рассматривать в этом парламенте. Обязательно в президиуме должны рассматривать. Вот так сказать. И там тогда было, когда вот они вот это сделали, так? И вот когда они вот в этот вопрос выставили на парламенте, то большинство, около 35, кажется, человек присутствовало. А необходимо было только 28 человек, так? Для того, чтобы решение внести в Конституцию. И эти люди проголосовали за это, чтобы внести, что ислам является государственной религией. Потом было проголосовано еще за конституционный закон. Этот закон, он в самой конце Конституции. В Конституционном законе сказано, что никто не имеет права отменять там или говорить о том, что наше государство, о его статусе, или вести переговоры об этом, отходить от основы. Что они имеют право это делать. Это конкретно там записано, что это является частью преступления. Вот по первому вопросу я скажу, что первая статья нашего государства, что, значит, Чеченская республика, это, ну тогда это сейчас Чеченская республика Ичкерия,
значит, это суверенное, независимое, демократическое правовое государство. Все. Принятие вот этого пункта о том, что ислам является государством религией, это не более чем то, что вот на Западе есть страны, вы возьмите демократические, та же Англия, там Бельгия, Голландия, Норвегия, вот я сейчас точно не скажу, какие страны, в которых тоже сказано, что значит, в этих странах католики или протестанты или другие, что это является государственной религией, там сказано. То есть от этого они не становятся религиозным фанатиком. Теократическим государством. Они сейчас хотят это сказать. Так что здесь вопрос совсем отпадает. По второму вопросу я скажу, раз ты этот вопрос поднял. Эти люди, которые сейчас вот, так иначе хотят что-то сказать, они должны понимать, они понимают хорошо, что они сами есть участники вот этого процесса незаконного. Создания этого самозваного закальской команды, да? И находились там, а те, кто были депутаты, тем более были, значит, совершили тягчайшее преступление в отношении статуса нашей республики. Незаконно вот они создавали вот это все и участвовали в этом процессе. И поэтому они эту последнюю статью, это конституционный закон, который есть, да, они его убирают и публикуют без него. Теперь они думают, убрали этот конституционный закон, а остался этот, скажем, ислам является государственной религией, вот они на него садятся. Так вы подойдите, посмотрите, здесь написано, что вы преступники. И вы не сознаете свою ошибку. Вы должны сознать свою ошибку, вот те, кто этим занимается, и признать свою ошибку, вернуться в конституционное поле. Тогда еще будет вам, как говорится, какая-то отмашка, какое-то послабление. А то вы продолжаете делать под видом демократов, вы начинаете себя к демократию говорить. А как может быть демократия, если вы участники создания незаконного государственного органа, нарушив все, значит, основы его? А теперь в этой команде вы рассорились всего лишь и ругаетесь между собой. Но вы признаете это государство до сих пор. И нигде не заявляете, что они являются отступники и что они законны. Что это совершенно нет. И не возвращаетесь в конституционное поле. Хотя вы говорите, что вы являетесь, мол, то мы за Конституцию 92 года, имея в виду Конституцию 92 года, которая была, без этих поправок. А кто мы и я, или вы такие, чтобы это делать? Кто? Это такие же граждане, как и я сейчас, так, я занимаюсь этим делом. Так что я вам советую, оставьте вот эту всю муть, возвращайтесь и говорите прямо, кто есть кто, и давайте действовать вместе. Если нет, то вас ждет в будущем, когда будет, значит, у вас большое раскаяние ждет. Народ это вам не простит, это всем известно. Вот что я могу сказать. Баркал исчерпывающе. Дересуль, аят. Дересуль. Охтат ахвей стрим. Так, чехкиохкастах аят. Если... Ну, давайте, если... Да, мы уже 2,5 часа уже почти в эфире. Я думаю, это наша не последняя встреча. Вот люди говорят, что нужно почаще тебе выходить в эфир, почаще отвечать на вопросы. И я надеюсь, что... Да, я готов отвечать. Баркал, что пригласил меня. Баркал, я сказал, потому что я верю в тебя, потому что прямо ты сказал свое мнение. Надеюсь, в этом отношении и дальше мы будем работать. Все ошибки, которые мы совершали, мы должны их признать и идти дальше. Вообще мы должны все ошибки, которые были у первой власти, у президента, парламента, потом у второй власти и третьей, те все, от всего этого мы должны уйти. И дальше идти. Очиститься от этого надо. Надо объединяться. А не на этом стоять и все пыхтеть, это болото раскачивать. Мы должны отказаться и дальше идти. У нас легитимная власть есть. Ее никто нас не отнимал. И самое главное, другое, чтобы ты знал, что все те решения, которые они принимали там или там и там, у нас, конечно, записано, что любые решения, принятые любыми действующими от власти людьми,
они имеют с момента их принятия, если они противоречат основам Конституция. нашего конституционного строя и нашей Конституции, они имеют юридические силы не применять судом и не обязывать граждан. Так что они все, как мы сможем сказать, со стола сместить их действия. И мы должны дальше продвигать действия в нашем направлении. Мы не знаем, сколько мы будем жить еще, но сколько будем жить, должны действовать. Вы, молодые, действуйте. Я со своей стороны говорю только то, что есть. Я этой власти вот так нахлебался, честно скажу, и знаю, что это такое. А здесь вот люди самозванцы. Это Закаев никакой власти не видел, просто там в своем министерстве там крутился, и потом пошел вот эти все дела делать. Изнутри. Он приехал к нам только в 94-м, или 93-м, когда мы самое трудное время все делали. А потом, когда я из Тбилиси его позвал, чтобы мы вместе работали, это в 2001 или 2002 году, так он ни разу ко мне не пришел, никогда ничего, и занимается этим делом. Так я ему сейчас говорю, хватит этим заниматься. Возвращайся к конституционное поле, тогда тебе еще будет какое-то прощение. А так тебя никто не простит. Учти. Спасибо. Адикюэль, дейресхуэль аят. Дейресхуэль шун масарна дейресхуэль шун. Спасибо всем, кто смотрел. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Адикюэль маршуэль. Везде алюэль. До свидания всем. До свидания. До свидания.